Старинные способы скоротать время нынче не в моде. Даже у компьютерных игр с реалистичной графикой и массой возможностей, ставшими частью жизни миллионов людей, на рассвете 21 века появился серьезный конкурент, который с экранов монитора переносит игрока прямо на само поле боя. Пейнтбол зародился в США в начале 80-х, а с распадом СССР появился и в России. С недавних пор начал покорять и Чеченскую республику. Это командная игра с применением специальных маркеров, которые с помощью кислородных баллончиков стреляют шариками с красками. Я в первый раз сюда сегодня пришел. Друзья долго уговаривали, с работы как-то не получалось, и все-таки на водных решился. Пришел, мне тут очень понравилось. В детстве мы играли с палками, тут уже более по-взрослому. Существует две глобальные разновидности пейнтбола – спортивный и тактический. Особой популярностью в Чечне пользуется второй вид. В основном играет по одному сценарию – спецназ против террористов. Хотя каких-либо ограничений не существует. Все зависит от вашей фантазии. Полицейские должны штурмом взять захваченный объект. Бандиты, наоборот, удерживать его. Правила довольно простые. Если в вас попал шарик с краской, поднимайте руку и выбываете из игры. Все, давай лошадь. Для одних пейнтбол – это всего лишь игра, для других – своеобразный активный отдых, адреналин, хобби и даже бизнес. Но для некоторых эта игра давно вышла за рамки простого развлечения и стала частью жизни. Впервые в руки маркер Ахмед взял год назад и с тех пор активно играет. Выступает в команде Грозный. И негатив, который набрался за рабочую неделю или учебную неделю, вы можете прийти и здесь уже снять этот стресс. Помогает? Да, очень помогает. Пейнтбол чрезвычайно травмоопасен. Шарики хоть и с краской, но при попадании оставляют болезненный синяк на теле. Поэтому специальная экипировка и шлем – обязательные условия, рассказывает Вальд Исаков. Сам играет и за небольшую плату, и другим предоставляет такую возможность. Мы республику представляем, у нас есть своя команда, как бы общая, ЧР Грозная. На выездах нас уже приглашают в Пятигорск, Минводы. Год назад где-то выезд был в Ингушетию. Наши ребята заняли первое место. Еще более молодой, но не менее популярный вид спорта в Чечне – страйкбол. По сути, тот же пейнтбол, но с более прогрессивным вооружением и обмундированием. Внешне все выглядит гораздо реалистичнее, и оружие, на первый взгляд, ничем не отличается от настоящего. Командная военно-спортивная игра с использованием так называемой мягкой пневматики, дульная энергия которой не превышает 3 джоулей. Пластиковые шарики, в отличие от пейнтбольных, при попадании не оставляют на экипировке никаких следов, поэтому главным условием в страйкболе является честность. Если попали, игрок сам должен признать факт поражения. Ну, чеченские игроки, это все киборги, все Рэмбо, можно сказать. Надо попасть очень хорошо, и чтобы ему было больно, и вот тогда уже признался, да. Активно страйкбол начал развиваться в Чечне только полгода назад. На фоне пейнтбола долго оставался в тени. Но человек, однажды взявший в руки привод, так в обиходе называют игровое оружие, делает окончательный выбор, во что он будет играть дальше. Ну, это действительно, это спорт, это интересно, это азарт. Чтобы человеку подсесть на игру, просто один раз сыграть, все. Реально, это очень интересно, это здорово. Главная проблема у чеченских страйкболистов – отсутствие собственной игровой площадки. Часто приходится договариваться с пейнтболистами, которые давно уже монополизировали все удобные для игры места в республике. Мы сейчас везде, в каждое министерство стучимся, чтобы нам где-нибудь какой-нибудь участок выделили, и чтобы мы могли проводить игры. Уже сейчас сезон закрытый страйкбольный вообще по России. И сейчас в марте, в апреле месяце открытие сезона будет. И мы хотели просто подготовиться к этому открытию. Людей, активно играющих в страйкбол, в Чечне немного, порядка 30 человек. Но это только начало пути, уверены игроки, и пророчат ему большое будущее. Ведь это серьезная альтернатива в выборе хобби и способа полезного времяпровождения. Просто еще немногие знают, что такое страйкбол. Магомед Салтмурад, Руслан Яхья и Ислам Цамаев. Новости 7.